седьмой стер. Ну это где-то лет 12, наверное. Скажи мне, вот эти в кожаных ножнах, это кинжал реальный? Реальный Или это кинжал, мельхиор? да. Не, это кинжал. Это старинный кинжал. Это старинный кинжал. Нет, вот это старинный 100%. Саня, где пакет? А? Это старинный 100%. Это старинный 100%, да. А это тоже старинный 100%. И еще Ахмат, этот рог сколько стоит? 12. 12 тысяч, да? Поторговаться всегда можно. Вот это, Кстати, я такой большой урок и не видел в жизни. из него реально пьешь, там дырок нигде нет, ничего не протекает вот тут вот, нет? Только с него не выпьешь, это только большая свадьба, когда много людей. Ну понятно, и по кругу пускай. Клеймо мастера. Ну-ка. Какого года примерно этот кинжал? Ну, если вот так посмотреть, видно, что ручка здесь большая, значит, здесь еще царя не было. Царь же запретил уже большие ручки, значит, еще это До Кавказская конца война. 19 века. До конца 19 века. Или думаю, что даже раньше. Нет, в 19 веке уже здесь Кавказ был, и в середине уже, ну, примерно конец. А я слышал, что на горских кинжалах как раз ручки маленькие были, вот эти вот Маленький, фиксаторы. потом уже царь запретил большие ручки. Большие или маленькие? Большие запретил. Царь запретил, да? Да. А почему запретил? Поэтому стали делать маленькие. Маленькие На 3 стали пальца. делать, да. На 3 пальца. Ну там они как-то хитро держали, вот эти вот торчащие эти фиксаторы туда загоняли между пальцами. Вот боевой кинжал, он здоровый такой должен быть. То есть это вот, да, с нормальным держаком для ручки. Да, и это тоже нормально. Так это рог бычий, вот это вот, да? Я не знаю, честно Ахмат говоря. Анварович, покажи тот боевой кинжал, покажи настоящий. Нет, то, что у тебя там. А куда ты делаешь? А ножны к нему нету, да? Ножен нет, ножны будут. Ну теоретически их можно сделать. Ну, я тебе и старинный, сколько стоит отреставрированный такой покажу. Это с жудом с одним. А сколько стоит будет такой? стоить? Это рисунок упругости. Ну да, жуд. 1030. Вот этот, да? Да, не без ножен. реставрированный, без ножен. То есть его еще нужно, его можно, да? его можно довести до ума. Можно довести, я сейчас покажу. Так, сейчас подожди. Вот это поздно. Вот классический декоративный с маленькой ручкой. Царь запретил. Да. Это подростковый, Царь, наверное. батюшка запретил. Это подростковый, наверное. Вот это вот. Да нет, это не подростковый, дело не в этом. Понимаешь, вот ручка, видишь, на 3 пальца. Вот разрешал царь только вот на 3 пальца, видишь? А боевой кинжал, он... Ну понятно, что удар что-то был, надо было. Слушай, я знаешь, о чем подумал? Вот здесь заточка идет подрубе, вот это вот подрубящий. Это заточка. Вот это да. Да. А вот это вот, мне кажется, сабельная заточка. Я не знаю, это Ахмата Анваровича надо спросить. Я вот так понимаю. Ахмат Анварович, сюда подойдите, пожалуйста. Он сейчас сказал, принесет один какой-то там обалденный кинжал. Но я думал, все-таки это, если так вот брать, это для подростка. А вот это, наверное, уже Вполне может быть. мужской кинжал. Покажи настоящий. Ахмат Анварович, 14 лет подростку давали кинжал. Это подростковый кинжал. Да нет, раньше давали, честно говоря. Вот это боевой кинжал. Вот это Ермоловский уже. Покажи. Эпохи, да? Да. А вот это... Видите, с маленькой ручкой. Но 3 жуда. Ну, здесь это уже вряд ли там рисунок упругости. Это обычный войсковой кинжал российский. Это российский. Да. Так а что же он царь своих снабжал такими маленькими Ну, кинжалами? форма удобная. Форма удобная, а что снабжал своих такими с маленькими ручками? Я думал, он только на горцев распространял. Вот кавказский кинжал. Вынь на секунду. Ахмат, сколько стоит такой? На полную Ну, руку. это сейчас сделан российский. Я понял. И здесь Да, сургуч? здесь сургуч, да. Я помню, это Да, советская власть здесь делала. это уже разрешено было, советская власть уже разрешила большую ручку. Но делать. как на сувенир. Как сувенир Да. кинжал. А вот это уже, Вот я про эти тебе Да. говорил. Вот это. вот это, допустим, 4-5 тысяч. А вот это уже серебряный настоящий кавказский кинжал. И лезвие там Это какое? боевой Если кинжал, ты объясни, что это нормально, боевой. это боевой. Это да. не- Это настоящий. подороже будет, да? это залито, да, загнано в Нет, ручку. нет, это вообще-то 120-150 стоит. Вот этот, да? Да, ну серебро позолочено. Это вот это. Это тоже, вот Ермоловский тоже серебряный. Говорят, мальчики, была скупка, как Мельхиора не это они было. не умудрились не скупить еще? Мне здесь приходили, интересовались, я не знаю. Он не отдал.
Ну, Не, почему? мы в цене не сошлись просто. Нет, настоящий В патриот. цене не сошлись. Понятно. Есть нормальную Очень трехкомнатную приходите. квартиру дадут еще Потом можно нет, подумать. потом они это отправляли на Канарские острова и там Не, в перепродавали. Америке много, их в Нью-Йорке. Ну, понятно, здесь скупали по дешевке, там да. перепродавали. Мне нравится. По всему Кавказу Вот это- ходили, собирали, да. Значит, это войсковой красавчик казачий, можно Ермоловский. сказать, да, Ермоловский. А это боевой кавказский. Да, боевой кавказский, это Это тоже настоящий кинжал. боевой Ермоловский. Я понимаю, но дело в том, что его ручка не впечатляет. Это как, наверное, Ну, не знаю, вот эти три этих рессоры было у них. это жут называется. Ну, рессора упругости. Рессора или- Да, я с маслом это еще. Тут под... Слышишь, вот это считается, это топорная заточка или сабельная? Ну, как по-другому назвать? Вот когда с двух сторон. Мечевая или как называется? Ну, это называется мечевая, но главное свойство кинжала это уколоть. У чеченцев запрещено было колоть, они только рубили. Огромными вот такими. Есть, да, у них кинжал большой. Огромный, он Да. как меч. На Кавказе Это рубящий самый кинжал. большой кинжал это ингушский. Да? Вот один боевой клинок до метра доходит. Ингушские их мастера делали. На Кавказе он самый рубящий. большой Он кинжал. рубящий, да? Да. Каракама. Ингушский каракама. Рубящий клинок 1 метр. Самый большой. Без рукояти. В КБГУ, когда я учился, там в кувшине один такой был клинок. Я его помню. Да. Один там еще полуметра. Ингушские мастера делали только такие большие кинжалы. Ну вот ингуши сюда приходят иногда в форме. Так. Вот они, у них точно такой кинжал, вот он как говорит. Кинжал он огромный, понимаешь? Да. Настоящий боевой кинжал. И они тоже говорят, что это кинжал рубящий. Это старый меч, который потом превратился в кинжал, но они укорачивать не захотели. Абсолютно верно, как меч. Как меч. Да. Ну, не Вот зря там вот такой поговорка. огромный кинжал. Ингуш с ножом страшнее танка. Поэтому кинжал ингушский впечатляет. Они такими кинжалами на шашки ходили, потому что там метр. ну, огромный Рубящий кинжал, вот да. клинок метр. И широкие были они, вот широкие. Широкий. Широкий, Но у да. него мечевая заточка. Вот так с двух сторон. Абсолютно верно, как меч. Как меч. Он, Да, кстати, кинжал значит, огромный. есть хорошие рукоятка печати на- настоящие. Есть настоящий. на полную да, руку. есть. Ахмат, положи, чтобы потом это ничего не пропало. Там есть и сувенирные, и боевые там, непонятно что.